Кто они? Лучшие в своем деле. Государственные награды сегодня вручил Юнузбек Евкуров тем, кто внес вклад в развитие Ингушетии. Расходы и доходы. Депутаты в третьем чтении приняли бюджет республики на предстоящий год. Новогоднее настроение, песни, танцы и, конечно же, подарки. В реабилитационном центре уже встречают Новый год. Задай вопрос чемпиону. Хасан Халмурзаев посетил Волжский кадетский корпус и поделился секретами успеха. Талант создавать шедевры из металла. В Музее изобразительных искусств открылась выставка Адама Галаева. На канале Ингушетия новости 24. Здравствуйте. Событие «Награда. Фото на память». В администрации главы Ингушетии состоялось ежегодное награждение отличившихся жителей республики. Особого внимания удостоились врачи, преподаватели, работники культуры и спортсмены. Все подробности у Марии Стоевой. Начинает Юнузбек Евкуров с перечисления достижений уходящего года. Это и строительство новых объектов, переселение жителей из оползневой зоны и ветхого и аварийного жилья, реализация проектов в различных сферах жизнедеятельности, благодаря многим из которых удалось снизить показатели смертности в регионе. Все это благодаря заслугам, в частности, и тех людей, которые сидят в этом зале. Республика стала еще больше узнаваемой, как стабильный, развивающийся регион. Юбилейный год Ингушетии оказался еще щедрым не только на торжества, но и на достижения в различных сферах деятельности. И в области здравоохранения, образования поднялся совершенно другой уровень. Практически решены проблемы вынужденных переселенцев, жителей оползневой зоны. Снизилась напряженность на рынке труда. Уменьшилась дотационность республики. В республике реализуется последовательная инвестиционная политика. Их заслуги – гордость страны, их работа – служение обществу. В большом мраморном зале славы администрации главы люди самых разных профессий и сфер деятельности. Педагоги, военные, спортсмены, врачи, работники почтовой связи, политические деятели. Те, кто своим повседневным трудом, энергией и трудолюбием множит славу родной республики. Наградить медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени Богатуреву Хадижат Яхьяевну, учителя средней общеобразовательной школы номер 3 города Малгобек. Поздравления, аплодисменты, цветы и заслуженная награда за вклад в развитие Родины. Вся церемония как доказательство. Главное богатство республики – это люди. За заслуги перед Отечеством награждается Муса Евлоев, председатель регионального избиркома. Награда называется «За заслуги». Я понимаю, что это не столько мои личные заслуги в работе, в общественной жизни. Понимаю, что за этим стоит большой труд многих людей, которые работают в нашей избирательной системе, там, где мы выполняем большую, общую для нас с вами важную государственную задачу. Как раз сегодня идет вот это время, когда идет избирательная кампания по выборам президента Российской Федерации. Поздравляю вас с высокими наградами, призываю всех прийти на выборы 18 марта 2018 года. А вот Мария Ташадыжева уже на протяжении 47 лет всецело отдает себя медицине. Акушер-гинекологу за всю свою карьеру пришлось столкнуться с десятком сложных случаев. Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения России» стало и новогодним подарком, и наградой за все годы тяжелого труда. Много на моих руках родилось детей, много хорошего было, и неудачи были. Но когда я переехала сюда, вот, на Северный Кавказ, я работала сначала в Кабардино-Балкарии, а потом уже по воле судьбы пришлось работать здесь, в Назране. Конечно, это две большие разницы. Перинатальный центр прекрасно построен, хорошо оборудованный. Есть родильные дома, хорошо обустроенные, где оказывают квалифицированную помощь.
А Раиса Экажева еще в свои школьные годы влюбилась в работу своей преподавательницы музыки и тогда еще твердо решила пойти по ее стопам. Сегодня Раиса заслуженный учитель России. О таких почестях из рук главы региона она и не мечтала. Говорит, самая высокая награда для нее – благополучие родной республики и счастливое будущее ее учеников. Учителя работают, не думая о наградах, правильно? Мы приходим на уроки, мы учим, мы получаем удовольствие от общения с детьми. Каждый год, каждый день, наверное, мы тоже учимся. Сегодня награждали моих выпускников. Они подошли ко мне, благодарили за то, что я их воспитывала, за то, что я их обучала. Это было очень приятно, очень. Наверное, благодарность детей, любовь детей. Что еще может учитель, о чем мечтать может учитель, только об этом. А вот Ханифу Мартазанову, которая уже 40 лет преподает русский язык, его многогранность ученикам награждают орденом главы региона за заслуги. Педагог и профессионал своего дела уверена, что профессию необходимо выбирать только по велению сердца. Только так можно прийти к такому результату. Это вообще, с моей точки зрения, совершенно другая профессия. Почему? Потому что она связана с воспитанием личности, с воспитанием человека. И по тому, какие основы будут заложены в школьные годы, в годы учебы, детей, то, конечно же, я уверена, и в дальнейшем они станут теми, кем мы их сделали. Не забыли и о заслугах работников сферы спорта. Кюри Аксагов – директор детско-юношеской школы в Малгобекском районе. Всю свою жизнь он посвятил спорту, а теперь любовь к здоровому образу жизни прививает и своим ученикам. Я спортом начал заниматься с детства. Там мне братья занимались, они меня потянули. Так увлекся, уже 41 год работаю тренером. Всю жизнь посвятил спорту. Сегодня, конечно, награды получать приятно, когда руководство видит твой труд, твою работу. Звание «Заслуженный работник физической культуры» получил и Султан Мержоев, директор специализированной детско-юношеской спортивной школы-интерната «Ангушт». На груди футбольного тренера теперь блестит орден, как свидетельство многих лет упорства, силы воли и бесконечной любви к своей профессии. Это самый красивый вид спорта. Наверное, судьба распределилась так, что я начал заниматься этим видом спорта, да и вообще сейчас руководителем школы. Наверное, мне было предначертано. Много в зале и тех, кто награжден юбилейной медалью 25 лет образования Ингушетии. Эту награду присуждают за вклад в становление и укрепление государственности, развитие дружбы и многолетнюю плодотворную работу. Медаль из рук главы региона получают как общественные, так и религиозные деятели. В их числе и Абдулла Бидери. Я дважды горжусь тем, что я прямой потомок пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И второе, я горжусь, что моя мать ингушка, Ахриева, и я племянник ингушского народа. Я всегда отождествляю себя с ингушским народом. Я жил и буду жить вместе с ними бок о бок. Сегодня нам надо всем сплотиться вокруг главы республики. Давайте будем едиными вместе. Ингуши доказали свое благородство на фронтах Великой Отечественной войны и всех войн. Своим благородством, своим мужеством, своим взаимопониманием, уважением к старшим мы жили, будем жить, и пусть живет вовеки ингушский народ. Государственных наград из рук главы региона сегодня удостоились свыше 100 человек. Благодаря усилиям этих людей республика уверенно шагает в будущее. Это и спасатели, водители, предприниматели, санитары, многодетные мамы. Их труд, возможно, не так заметен, но не менее важен. После торжественной церемонии награждения по традиции фото на память. А глава Ингушетии добавляет, каждый житель Ингушетии должен стремиться, чтобы его имя было увековечено здесь, в этом зале, а значит и в истории республики. Мария Мустоева, Рахман Цуров, Новости 24. Глава Ингушетии провел встречу с руководителем регионального управления Федеральной службы судебных приставов Адамом Гордановым. Он рассказал Юнусбеку Евкурову о текущей деятельности управления и итогах уходящего года. Обсуждались вопросы взаимодействия регионального управления службы судебных приставов с органами исполнительной власти республики. Было отмечено, что одним из приоритетных направлений работы является взыскание задолженности по налогам и по заработной плате. Мы заинтересованы в совместной работе для того, чтобы навести порядок и соблюсти все права наших граждан, прежде всего обеспечивая их безопасность, заключил глава Ингушетии. Проверяем все материалы, которые были окончены реальным исполнением, и те, которые окончены актом о невозможности.
назначена проверка по всем исполнительным производствам. Будем работать даже в выходные, потому что время поджимает и времени очень мало, поэтому будем этот вопрос решать как можно скорее. Максимально вместе с налоговиками мы раз в месяц встречаемся по этому вопросу, максимально влиять на решение судов, на исполнение решений судов, особенно там, где касается вообще любого решения суда. Я считаю, если это касается, конечно, пополнения бюджета республики. Здесь оперативно, масштабно надо работать. Но и самое главное, вообще-то, вы изучите личный состав, коллектив изучите, посмотрите, кто есть кто, и каким-то образом уже определенную реформу в системе проведите. Потому что там такая устоявшаяся уже система, которая уже работала на обратный эффект. Сегодня состоялось внеочередное заседание Народного собрания Ингушетии по принятию республиканского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Заседание прошло под председательством спикера парламента Зелимхана Евлоева, в котором также приняли участие вице-спикеры парламента, председатели комитета и их заместители. Репортаж Мадины Пугоевой. Каким будет для республики год грядущий, предстоящие расходы и доходы региона в 2018 и плановом периоде 2019 и 2020 годов? Об этом на заседании парламента рассказал заместитель министра финансов республики. За прошедший период были внесены существенные изменения в бюджетный кодекс. Сама система бюджетных отношений динамично развивалась и совершенствовалась. Действующий закон фигурируют неактуальные понятия и термины. Часть статей требует значительной переработки или исключений. Есть необходимость дополнения отдельными статьями. Планом мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и сокращению государственного долга республики, утвержденное распоряжением главы, также предусмотрено внесение ряда изменений в действующий закон. Одна из главных задач, стоящих перед региональным Минфином, исполнение майских указов президента России, отметил Багаудин Халухаев. В планах на следующий год увеличение заработной платы госслужащих на 4%. Это около 25 миллионов рублей. Кроме того, республиканский бюджет охватит 19 госпрограмм, касающихся практически всех сфер жизнедеятельности. Рассмотрением проекта Минфин Ингушетии занимался совместно с комитетами Народного собрания республики. Не все расходы попали в бюджете, но мы их будем в течение 2018 года по мере исполнения бюджета работать над тем, чтобы республике была оказана дополнительная финансовая помощь для решения определенных задач, которые не попали в проект бюджета на 2018 год. Продолжая тему финансов, председатель парламентского комитета по бюджету и налогам отметил, что на развитие образования, здравоохранения и социальной защиты населения в 2018 году будет направлено не менее трети всех средств бюджета. При этом собственные доходы республики составят чуть больше 4 миллиардов рублей. Они прежде всего формируются за счет подоходного налога с работающего населения, с налога на имущество, с налога на прибыль и другие налоговые и неналоговые доходы за счет приватизации госимущества. В данном бюджете заложены все направления наших различных сфер Республики Ингушетия, и на заработную плату, и на строительство объектов, и на строительство дошкольных и школьных образовательных учреждений. Кроме того, в проекте бюджета предусмотрена и финансовая поддержка районов и городских округов республики. На эти цели Минфин выделит больше 700 миллионов рублей. Проект закона прошел все стадии обсуждения и единогласным решением парламентариев принят в третьем окончательном чтении. Мадина Пугоева, Рахман Цуров, Новости 24. Протекающая крыша, обветшалый пол и сыплющаяся штукатурка для работников и воспитанников Дворца культуры сельского поселения Троицкое – все это уже в прошлом. Новогодний подарок в виде обновленного Дома культуры торжественно открыли сегодня при участии почетных гостей и местных жителей. Все подробности в репортаже Рины Тичоевой. В обновленном ДК звучит зажигательная лезгинка. Еще недавно здесь боялись лишний раз репетировать. Ну а теперь танцевать можно смело, не думая, что пол не выдержит и посыпется штукатурка. И все благодаря масштабному капитальному ремонту. Сельчане этой реконструкции ждали давно. К Новому году такой подарок как нельзя кстати. Здесь намечаются много концертов и культурных программ. Поздравить работников Дома культуры и жителей села со сдачей объекта приехали почетные гости. Министр культуры Марет Газиева отмечает, что в обновленном
обновленном Доме культуры теперь будут проходить не только репетиции и выступления ансамблей. Здесь могут также устраивать сходы жители села. Открытие после капитального ремонта этого замечательного Дома культуры – это хороший подарок не только для жителей, которые могут организовывать свой досуг здесь, в учреждении, но и для этих маленьких детишек. Посмотрите на них, сколько в них уже, в таких маленьких детях, культуры ингушского народа, сколько в них гордости за наш народ, за нашу культуру. Ради этого стоило сделать многое. Сегодня мы видим, что поменяли и крышу, фасад вокруг здания, и отопление, и так далее. Большое спасибо тем, кто приложил все усилия для того, чтобы наш Дом культуры стал светлее. Строители с работой справились быстро и качественно, зная, что у артистов каждая минута дорога. Что-то заменили, а где-то отремонтировали. Здесь действительно произошли большие изменения. Покрасили стены и полы, поменяли крышу и окна. Пожалуй, самый важный и даже необходимый ремонт коснулся кровли и отопления. На протяжении многих лет они доставляли массу неудобств. Во-первых, протекающая крыша затрудняла репетиции творческих коллективов. Во-вторых, из-за холода и вовсе приходилось отказываться от кружков и занятий. Раньше очень в таких условиях было тяжело работать. В дождливую погоду вообще массовые мероприятия в зрительском зале невозможно было проводить. Теперь тут все поменялось, все чисто, красиво. Раньше было холодно, в куртках приходилось репетировать, а теперь везде тепло. Здесь открыли сразу несколько кружков: вокальный, танцевальный, кружок сольного пения. Репетирует и собственный ансамбль СИИК. Для самого юного танцора, у которого сегодня 4-й день рождения, новый ДК такой неожиданный и лучший подарок. Здесь чисто и уютно и красиво. А раньше как было? Раньше некрасиво было. Мы хотим танцевать уже. Впрочем, радуются сегодня и старшие, которые часто не пропускают выступления своих детей и внуков. Я бабушка, у меня сюда ходит внук на танцы, уже год как ходит. Вот когда я его привела, честно говоря, как-то у меня желания не было его сюда водить, и он сам не очень торвался, говорит: мама, там холодно, говорит, не отапливается это. В общем, здесь непросторно было. Не узнать и фасад здания. Его отделали декоративной штукатуркой и установили пандусы. Словом, созданы все условия для проведения здесь досуга. А тем временем веселье продолжается. Как и полагается в Доме культуры, тихо быть не должно. И эту традицию здесь не принято нарушать. Рина Цычоева, Адам Далаков, Новости 24. Новый год – время дарить подарки. На этот раз их получили дети из малоимущих семей. В канун Нового года уполномоченная по правам ребенка при главе Ингушетии вместе с волонтерами и Государственной филармонией республики побывали в гостях у воспитанников социально-реабилитационного центра и вручили детям новогодние подарки и поделились частицей человеческого тепла. Подробности в репортаже Светланы Томовой. Дети, оставшиеся без родительской опеки, нуждаются в еще большем внимании взрослых. Поэтому уполномоченная по правам ребенка Зарема Чехкиева решила устроить для них предновогодний праздник. Радость на лицах детей скрыть невозможно. Если раньше артистов они видели только по телевизору, то сегодня они выступают для них. В реабилитационном центре воспитывается 50 детей. Все они из неблагополучных или малоимущих семей и полусироты. Для многих из них центр успел стать вторым домом, где учителя и воспитатели не просто наставники, а действительно родные люди. Новый год для детей – настоящее чудо, а визит гостей, да еще и с подарками, всегда значимое событие. Мне очень сильно понравился этот концерт. К нам приехали много артистов, много людей и гостей. Я пела, танцевала, веселилась. Нам при концерте дали несколько подарков. И мне очень понравился этот концерт. У нас все было весело. Я лично пела песни, еще танцевала. Наш Новый год удался. Ребята также не остались в стороне от праздничного мероприятия. Для гостей они подготовили свою предновогоднюю программу. Песни, танцы и юмористические сценки. Поэтесса Зарета Ахильгова сегодня, можно сказать, в роли Деда Мороза. Привезла для ребят новогодние подарки. Но, конечно, внимание, тепло и забота для этих детей намного важнее, считает она. Наверное, все-таки важнее ничего нету.
чем радость, чем благосостояние детей, и наших, и не наших. Дети все-таки это наше будущее. Если сегодня мы будем уделять им время, если сегодня мы будем радовать их сердца, они у них будут добрыми. И завтра из них получатся такие добрые, хорошие люди, которые и нашей республике пригодятся, и всей стране пригодятся. А если сегодня мы их как-то вот оставим вот такими вот зажатыми, если мы будем как-то относиться к ним, не так, как нужно, это ж ведь, что из них завтра получится? Представители клуба всадников Ингушетии «Лоам» также приехали не с пустыми руками. Привезли с собой много лакомств. Без заслуженного подарка не остался никто. Воспитатели, психологи и педагоги центра учат детей различным полезным навыкам и развивать свои таланты. Преподавательский коллектив старается окружить детей заботой, добротой и вниманием. Зарима Чехкиева, частый гость в центре, старается максимально уделять внимание ребятишкам, дарить свое тепло, которого им так порой не хватает. Именно этот праздник дети в основном ждали долгое время, потому что они знают, что накануне Нового года, что им будет уделяться больше внимания, будут большие, огромные подарки. И я вижу, что дети действительно очень счастливы. И вот они сейчас видят в основном своих родителей, которые в течение года, они их не видят. И поэтому я даже больше ощущаю праздник, смотря на этих детей. Любой ребенок должен воспитываться в семье. На данный момент они обделены вот этой любовью близких и родных людей. Поэтому, находясь здесь, мы стараемся восполнить этот недостаток, сделать больше праздников для них и показать, что мы все их любим. Есть какие-то трудности в жизни, но они все решаются. И хоть от сладких подарков, подаренным детям, остались одни фантики, но праздничное настроение и теплые воспоминания останутся с ребятами надолго. Светлана Томова, Хаваш Гойгов, Новости 24. Если в некоторых учреждениях республики новогодние акции уже стартовали, то мероприятия республиканского уровня начнутся с 29 декабря. К главному празднику года готовится вся республика. Публичные праздничные концерты, массовые гуляния и фейерверки. Впрочем, будет все. В региональном Минкульте разработан целый план мероприятий, с которым ознакомился наш корреспондент Зелимхан Калоев. Новый год – самый долгожданный праздник для каждого. Его ждут не только взрослые, но и дети. А программа мероприятий, которая представлена в этом году, не оставит равнодушным никого. Отчет пошел, до Нового года остались считанные дни. И первый вопрос, где можно с размахом встретить наступающий Новый год. В региональном Минкульте подготовлен целый план проведения праздничных мероприятий. Это и традиционные новогодние акции, творческие проекты для каждой возрастной категории. Безусловно, подготавливая свой план, речь шла о том, чтобы эти мероприятия были запоминающимися как для детей, так и для взрослых, чтобы люди, встречая Новый год, могли получить максимально больше радостных и положительных эмоций. Планируется провести более 100 мероприятий, начиная с утренников в детсадах и заканчивая Старым Новым годом. Праздничные мероприятия в школах и детсадах с участием актеров ТЮЗа уже стартовали. Все учреждения Минкульта задействованы в организации праздника. Ну а мероприятия республиканского масштаба начнутся с 28 декабря. Именно в этот день в резиденции главы Ингушетии пройдет елка для детей. Ну а затем 31 числа это одно из самых главных мероприятий, которое у нас состоится с 9 часов вечера на главной площади республики, площади Алания, где установлена республиканская елка, состоится праздничный шоу-концерт, посвященный встрече Нового года. В этом концерте у нас планируется очень много выступлений интересных наших артистов, наших юных, молодых и уже опытных певцов, ну и, безусловно, будут гости, которые украсят наш новогодний праздник. В праздничные дни в режиме нон-стоп будут работать все учреждения культуры. Новые, отреконструированные ДК примут гостей. В последний день уходящего года концертные и развлекательные программы пройдут в 15 домах культуры. Готовится порадовать зрителей новыми постановками и актеры ТЮЗа и Русского драматического театра. Скучать новогодние каникулы жителям Ингушетии не придется. Их ждет немало развлекательных программ и мероприятий. А Дед Мороз и Снегурочка уже красуются во дворе Дворца культуры Назрани. Это место приобрело немало посетителей. Братья Хусейн и Руслан Баркинхоевы Новый год ждут с особым вдохновением.
Для детей это один из самых лучших праздников, когда дарят много подарков. Хусейн, в отличие от Руслана, к Новому году готовится заранее и уже заучил стишок для Дедушки Мороза. Проходят дни, таков закон природы, и мы сегодня вас хотим поздравить с Новым годом. Все плескаются, улыбаются, играют снег, кидаются снегом. Мне тоже хочется играться. А снега-то пока нету? Снега нету, но скоро будет. И Дед Мороз будет здесь. Я буду ждать этот год, Новый год, пока не пройдет он. Мы там украсили дом наш и сделали снежинки из бумажек и повесили их на окно. Для взрослых же это лишний повод собраться в кругу семьи и друзей. Новый год – это самый лучший праздник, на мой взгляд. Встречаем мы его всей семьей. И, конечно, с Новым годом у всех связаны новые надежды на лучшее, на новые перспективы. Главная республиканская елка уже с начала месяца красуется напротив башни Согласия, а рядом устанавливают сцену. Для гостей в эту ночь будут звучать поздравления от первых лиц республики. На площадке установят большой светодиодный экран и начнется представление. Помимо этого будут организованы различные спортивные мероприятия, перетягивание каната, армрестлинг, организована работа Деда Морозов на площади перед башней с вручением символических подарков детей. Организован флешмоб национального танца. Главная елка зажжется в 9 часов вечера. Праздничная программа продолжится до часу ночи, а завершится представление ярким фейерверком. Словом, новогодние торжества обещают быть интересными и насыщенными, а жителям остается лишь успеть на все новогодние представления. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, Новости 24. Министерство связи и массовых коммуникаций России советует гражданам страны выкладывать меньше личной информации в соцсети. Дети и взрослые очень часто становятся жертвами преступников, потому что сами рассказывают о себе ненужные подробности. Специально для них ведомство разработало рекомендации, как стоит вести себя в информационной сети и что можно выкладывать в социальных сетях, таких как Facebook, Twitter или ВКонтакте. А вот стратегию и тактику использования интернета как полезный канал для реализации бизнеса обсудили на семинаре в Назрани. На обучающем мероприятии для предпринимателей осветили вопросы, связанные как с созданием веб-сайтов, так и с дальнейшим их развитием и продвижением. О виртуальном инструменте продаж расскажет Мака Келиматова. Интернет и предпринимательство. Сегодня это уже два неразлучных понятия. Онлайн-магазины и интенсивные секторы, развивающиеся во всех направлениях бизнеса. На семинаре также говорят об интернет-продвижении. Анзору Визижеву эта тема не просто интересна. Несколько лет он активно внедряет в свою деятельность интернет-рекламу. Предприниматель открыл свое этнокафе. Пользуемся этими услугами, то есть онлайн-продвижением. Особенно это актуально для нашей московской компании, потому что, по сути дела, это тоже наш онлайн-магазин, где мы продаем уже еду, то есть доставка еды, кейтеринг, в основном для крупных компаний. И, соответственно, мы вынуждены заказывать такие услуги или там продвигаться с помощью CMM и другие какие-то приемы мы используем для того, чтобы продвигаться в интернете, чтобы о нас узнали все больше и больше людей. В числе активных слушателей Магомед Беков. Его бизнес связан с перевозкой пассажиров и грузоперевозками. И без помощи интернета просто не обойтись. На сегодняшнем семинаре я конкретно получил убежденность в том, что, живя в Ингушетии, я могу создавать проекты глобального формата. То есть молодому человеку, который имеет доступ в интернет, имеет навыки общения, коммуникации, ему не обязательно стремиться попасть в какую-то существующую систему, он может создавать свои платформы и зарабатывать на этом неплохо. Тема семинара – продвижение сайта и интернет-рекламы. Главная цель – разъяснить новичкам бизнес-сообщества, что представляет собой интернет-магазин, насколько это актуально и прибыльно. Планировалось провести семинар на 20 субъектов МСП. Желающих поучаствовать было намного больше, чему мы очень рады. Он рассказывал, что это не так легко, да, чтобы они не смотрели на это прям так в розовых очках, что реально нужно вкладывать, выкладываться. Они меня услышали.
Каждому участнику вручает сертификат. Инициатор семинара – Центр поддержки предпринимательства, который открылся в республике пару месяцев назад. Но за это время активно велась работа с предпринимателями, тренинги, повышение квалификации, семинары. Центр поддержки предпринимательства – это единая площадка предоставления услуг для бизнеса по принципу единого окна. Здесь оказывают информационные и консультационные услуги по нескольким направлениям бесплатно. Среди них консультации по бюджетированию, по бухгалтерским услугам, по налогообложению. Здесь есть консультации по маркетингу, по бизнес-планированию, консультации и правовое сопровождение предпринимателей в области юридической помощи. То есть, грубо говоря, нашего предпринимателя, который к нам обратился, юрист, которого мы привлекли для этих консультаций, может, грубо говоря, взять за руку и вести по тем инстанциям, судебным инстанциям, где необходима помощь. В 2018 году Центр планирует расширить программу обучения и активно заняться новыми направлениями, в их числе и бизнес-миссии, то есть возможность для участников обучаться за пределами и заявить о себе на различных площадках. Мака Келиматова, Ахмед Горбаков, Новости 24. Горский кадетский корпус продолжает принимать почетных гостей. На этот раз к кадетам приехали именитые дзюдоисты, в их числе олимпийский чемпион Хасан Халмурзаев. Для курсантов такие встречи как стимул для дальнейших успехов в жизни. Что больше всего интересовало ребят и какие впечатления от беседы с кадетами остались у спортсменов, расскажет наш корреспондент. Эту встречу воспитанники кадетского корпуса ждали давно, ведь не каждый день им представляется возможность встретиться с олимпийским чемпионом. Не успели гости занять места в зале, как начинается поток вопросов. Кадеты интересуются у чемпиона о поединках и соперниках на Олимпийских играх. Те же соперники, те же люди, которые со мной выходили на схватку, они также готовились, как я, также они делали большую работу. И там действительно надо было выложиться на 100%, выложиться, потерпеть, где-то проявить характер, где-то действительно стараться как никогда. Путь к спортивным достижениям сложен и тернист. Именно дисциплина и желание самосовершенствоваться – главный ключ к успеху. Эту мысль чемпион не устает повторять ребятам. Какие бы, например, вы из жизни не ставили бы цели, если вы достигаете эти цели, наверное, вы сами ощущали это, насколько это приятно, насколько это, и понимаю, что это все возможно. Так что цель в жизни всегда должна быть. А вопросы в зале не иссякают. Как давно Хасан занимается спортом, как прошел последний бой, что он чувствует во время поединков. Кадетов интересует все. У Умрана Гадабошева к чемпиону особый вопрос. Озвучил он его задолго до его визита в кадетский корпус. Я поступил в Горский кадетский корпус и узнал, что здесь нет секции дзюдо. И поэтому я напечатал письмо и послал. Сперва я послал брату Халмурзаеву. Дети хотят открыть здесь секцию дзюдо. Конечно, я постараюсь обсудить этот вопрос и поговорить с нашим министерством спорта. Мы постараемся, чтобы здесь тоже была секция дзюдо. Несомненно, для ребят такие встречи огромное событие, уверяет их руководство. Ведь, глядя на прославленных в спорте земляков, кадеты сами стремятся к тем же высотам. Горский кадетский корпус – это учреждение, которое занимается в первую очередь патриотическим воспитанием молодежи. И, соответственно, ту работу, которую мы проводим на территории учреждения, мы ее ставим с таким расчетом, чтобы наши дети росли в условиях и ориентировались на наших передовиков, на тех людей, которые прославляют нашу республику. Подобные встречи уже стали традиционными в кадетском корпусе. И что важнее, для подрастающего поколения это наглядный пример и польза. Тем более, что сами спортсмены охотно приезжают к ребятам. Мы это будем дальше вести беседы и общаться с молодежью, потому что наше поколение заканчивается именно от них зависит дальше, чтобы от них выросли и спортсмены, и деятели, и других направлений, достойными людьми. Возможно, кто-то из этих ребят построит блестящую военную карьеру, а кто-то станет выдающимся спортсменом. В любом случае, это будет их выбор, который они будут делать осознанно и взвешенно, помня советы и наставления старших товарищей. Радат Халухоева, Адам Далаков, Новости 24.
Цветы, которые никогда не завянут, и башни предков, выкованные из металла. Секреты кузнечного ремесла – так называется первая персональная выставка талантливого мастера по художественной ковке металла Адама Галаева. Для всех ценителей этого мастерства в Музее изобразительных искусств Республики представлено около 50 его работ. Лейла Гайсанова увидела все своими глазами. Ковка металла – один из древнейших ремесел. В последнее время кованые изделия стали восприниматься как произведение искусства, через которые мастера кузнечного дела могут самовыразиться. Известный ингушский мастер Адам Галаев – художник, знающий и любящий металл. Он создает из него совершенно уникальные изделия. Когда в ряду ремесел выбирал себе ремесло, я выбрал себе именно кузнечное ремесло и соображение, что это такая мужская работа, достойная. С того момента, как я зажег свой первый горн, можно сказать, 23 года выстекло. Чтобы воплотить в металле настоящие шедевры, необходимый талант и профессиональные навыки. Это особенный сегмент искусства металлообработки, который по достоинству могут оценить лишь люди с особенным видением и вкусом. Адам Хаджимурадович – один из самых ярких художников, человек, который работает с металлом. Не каждому поддается металл, и в его руках он действительно оживает, мы сегодня это видим. На примерах его макетов, на примере цветов, которые сделаны, красивые панно, которые развешаны по стенам. Мне даже охота потрогать, потому что это же металл, это железо, и вот такую красоту из него выкрутить, создать, ну это, конечно, дорого стоит, наверное. Я очень впечатлена его картинами, особенно мне понравилась голова коня. А вот что касается его работ из металла, мне очень понравилась работа «Космология». Мастер привлекает для работы сварку, травление, гальванопластику, используя такие металлы, как железо, медь, латунь, бронзу и сплавы. В экспозицию вошли 22 работы, выполненные из металла, и 25 графических рисунков, созданные в разные периоды творческой деятельности художника. Удивляет посетителей и коллекция цветов, которые будто ожили в руках мастера. Была задумка сделать серию цветов. Кстати, все цветы – прототипы живых цветов. Они выполнены непосредственно с оригиналов, это копии живых цветов. Оценила работы и министр культуры и архивного дела региона Марит Газдиева, назвав труд автора уникальным для Ингушетии. Дорогие друзья, вы мне не дадите соврать, аналога этому человеку в природе, в нашей природе, в природе ингушского народа нет и до сих пор не было. А поэтому это великий мастер. Я сама. Но это не к тому, чтобы вы у нас загордились, а к тому, чтобы вы еще больше совершенствовались. Трудовую деятельность Адама отметили и почетной грамотой. За вклад в развитие изобразительного искусства Республики Ингушетия. Создание любого произведения для Адама Галаева не просто технологический процесс. По его словам, без душевной отдачи невозможно сотворить ни одно произведение искусства. Привлекает внимание посетителей и этот пока безымянный башенный комплекс. Автор работу не закончил, но даже в таком виде эти железные башни притягивают взор. Это не адресный башенный комплекс, это как бы фантазия, но попытка была отразить вот в одной этой работе основные постройки. Фортификационная боевая, полубоевая и жилая башня. Ну и, соответственно, хозяйственные постройки. Это же как бы обжитой замок. Работа автора отличается жанровым разнообразием. Это портреты, пейзажи, зарисовки, изображения зверей, панно и не только. Снежные вершины, громады скал, от сотворения мира в хаосе, поднявшегося к небу. Произведение наследия писателя художник посвятил Идрису Базоркину. Здесь использованы ковка, гравирование и сварка стали. С уверенностью можно сказать, художник достиг виртуозной свободы владения рисунком. Он всегда пользовался огромным интересом, потому что многие посетители в основном останавливались возле его поприща, где он показывал мастер-классы. Мы надеемся, что выставка понравится нашим зрителям, и она будет иметь определенный резонанс среди профессиональных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства, а также у широкой зрительской аудитории. Адам Галаев воспитывался в творческой семье. Практически вся его родня нашла себя в искусстве. Поддержать его сегодня приехала сестра, которая также является мастером кисти. Это не просто труд, как я говорю, это действительно колоссальное. Мало того, что труд физический, это еще вложение души. Работать с металлом
не каждый, скажем, мастак. Або Аушев, который планирует связать свою жизнь с живописью, пришел познакомиться с творчеством автора выставки и выделил для себя наиболее интересные, на его взгляд, работы. Больше всего мне понравился вот этот лев. Он символизирует мужество. Не упустила возможности поздравить художника с первой персональной выставкой и певица Айна Гитагазова, которая сотрудничает с Адамом уже несколько лет. Автором этого костюма является Адам Галаев, за что ему огромное спасибо. Если вы помните, у меня был проект-шоу в Москве «Амазонка», и мы пытались воплотить образ амазонки, используя максимально нашу национальную древнюю какую-то символику. Образ, на самом деле, получился невероятным, на мой взгляд. Что такое ручная ковка для Адама Галаева? Это частичка его души, и каждый раз, когда мастер разогревает металл, он воплощает в жизнь свой замысел. Посмотреть работы художника посетители смогут до 25 января. Лейла Гайсанова, Магомед Дидигов, Новости 24. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь на Национальном.